Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Европейские археологи возобновят раскопки древнего Маргуша в Туркменистане. В Ашхабаде отметили годовщину независимости Узбекистана. Открылась юбилейная выставка работ Гульнас Розыкуловой и другие новости. Международная ассоциация средиземноморских и восточных исследований возобновит деятельность археологического проекта «Тагалок-1» в Туркменистане. Европейские археологи будут проводить работы на территории древнего Маргуша, являющегося одним из центров мировой цивилизации. В столице Туркменистана состоялся торжественный прием по случаю 32-й годовщины независимости Узбекистана. Мероприятие прошло в гостинице «Йылдыз». В нем приняли участие представители правительства, политических и деловых кругов Туркменистана, творческая интеллигенция, члены узбекской общины, главы и сотрудники дипломатического корпуса и международных организаций, а также представители местных и зарубежных СМИ. В рамках мероприятия была развернута выставка народного прикладного искусства и туристического потенциала Узбекистана. В Ашхабаде в выставочном центре Союза художников Туркменистана к 60-летию художницы Гульнас Розыкуловой состоялось открытие персональной выставки и ее работ. Экспозиция включает более 100 работ. Основная часть картин художницы посвящена пейзажам. Еще один из жанровых разделов выставки – натюрморты. В творчестве художницы также нашли место впечатления от поездок по архитектурным и историческим памятникам Средневековья. В этнокультурном объединении Туркменский общественно-культурный центр города Алматы при организации посольства Туркменистана в Республике Казахстан была организована торжественная церемония вручения удостоверения почетного звания «Заслуженный коневод Туркменистана» директору Ахалтекинского коневодческого хозяйства Ахалтеке Республики Казахстан, члену Международной ассоциации Ахалтекинского коневодства Дику Якову Яковлевичу. Данный почетный титул был присвоен казахстанскому коннозаводчику специальным указом президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. В рамках выставки «Фудекс Сауди», которая пройдет в Эр-Рияде с 17 по 20 сентября, Туркменистан представит широкий ассортимент товаров, включая продукты питания, сельскохозяйственную продукцию и текстиль. Об этом сообщалось по итогам встречи посла Туркменистана в Саудовской Аравии с руководителем выставочного центра Эр-Рияда. Делегация во главе с генеральным директором дипломатической академии ОАЭ имени Анвара Гаргаша Николаем Младеновым посетила Институт международных отношений МИД Туркменистана. Для почетных гостей была проведена экскурсия по институту, в ходе которой они посетили учебную студию, пресс-центр и научно-методический центр. Затем в большом актовом зале института состоялась встреча со студентами. Авиакомпания Air Astana начала выполнять регулярные рейсы из Алматы в Тель-Авив. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям на воздушных судах Airbus A321. Открытие прямого авиасообщения между Казахстаном и Израилем является важным событием для обеих стран. Оно позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества. Жительница Китая смогла устроиться на работу сразу в 16 компаний, в каждой из которых получала зарплату в течение 3 лет, по сути ничего не делая. За время своей работы она получила около 50 миллионов юаней. Чтобы не запутаться во всех своих работах, китаянка вела дневник, в который записывала информацию о каждой из своих должностей. Схема начала раскрываться после того, как в одной из компаний, где она числилась, прошли массовые увольнения работников. Глава этой компании решил проверить документы каждого из сотрудников, заподозрив кого-то в мошенничестве. С полученными в ходе внутреннего расследования результатами он обратился в правоохранительные органы. Сборная Туркменистана по футболу сыграет товарищеский матч с командой Индонезии в рамках подготовки к отбору на чемпионат мира 2026. Игра пройдет сегодня в городе Сурабая. На пресс-конференции перед матчем полузащитник команды Руслан Мингазов отметил, что Индонезия сильный соперник, и поединок с ней будет хорошим испытанием для туркменских футболистов. «Для нас очень важно совершенствоваться, и я надеюсь, что игра с Индонезией поможет нам в этом», – сказал Руслан. На днях Мингазов забил 100-й гол в своей зарубежной карьере на клубном уровне. Юбилейным для Мингазова стал мяч, посланный им в ворота ФК «Гонконг» во втором туре гонконгской премьер-лиги. Футбольный клуб «Ахал» объявил о начале аккредитации СМИ на домашние матчи в Лиге чемпионов АФК сезона 2023-2024. Аккредитация будет осуществляться по 15 сентября включительно. Для получения аккредитации представителям СМИ необходимо направить в пресс-службу клуба письмо с указанием названия издания, имя журналиста, а также фото размером 3×4. Заявки, поданные позже указанной даты, не будут приняты.
Напомним, Ахал будет представлять Туркменистан в групповом этапе Лиги чемпионов АФК. Команда Сердара Гильдыева попала в группу А вместе с Пахтакором из Узбекистана, Аль-Фейхай из Саудовской Аравии и Аль-Айном из ОАЭ. Первый домашний матч Ахал проведет 19 сентября против Аль-Фейха. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.